Более 110 тонн продукции на сумму свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей. В Сибае прошла первая сельскохозяйственная ярмарка. Пусть осень жизни будет золотой, пожилых горожан чествовали на праздничном концерте. Остаться без ног, но не потерять веры в свои силы. В городе побывали игроки хоккейного слэдж-клуба «Башкирские пираты». А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. В минувшую субботу в Сибае прошла первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Торговые ряды на центральной площади нашего города разворачиваются в разгар осени вот уже больше 10 лет. И традиционно собирают на прилавках лучший урожай сельскохозяйственных угодий Зауралья. Вот только лето в нынешнем году выдалось довольно прохладным. Сказалось ли это на качестве и количестве собранного урожая, а главное на ценах, узнавал Ренат Музафаров. Осенняя погода в период, когда в Сибае стартуют сельскохозяйственные ярмарки, традиционно выдается холодной и промозглой. Однако для тех, кто хочет запастись продуктами на зиму впрок, погодные условия не преграда. Ведь именно на осенней сельхозярмарке можно приобрести все необходимые товары как оптом, так и в розницу. Мы сами сибайские, мясо привезли из Севзелинского района, совхоз «Урал». Мясо говядины, пожалуйста, мясо молодое. Куры домашние, сибайские. Сами выращиваем, продаем. Мясо конина с Кизильского района. Привезли. Каждый год торгуем. Какая спросом пользуется? Ну, кому какая нравится. Кому-то нравятся сардельки, кому-то копченые, кому-то вареные. Вот у нас липас расторопший, липас иван-чай, мир расторопший. Картошка очень хорошая, вкусная. Что могу сказать? Рассыпчатая картошка, сварите прям объедение. Янчуринский липовый мед в этом году очень мало было, но все-таки сумели взять. Остальное донник, цветочный. Пчеловод из Янчуринского района Габдулха Гузьянович делится. Урожай меда в нынешнем году нельзя назвать богатым. Виной всему холодное лето в регионе. Как результат, существенное подорожание продукта. Цена на 3-литровку липового меда взметнулась до 2000 рублей. Банку Доникова можно выторговать за 1300. Отразились погодные условия и на стоимости овощей. Так цена за килограмм капусты составляет 15-17 рублей. Лук порядка 20. Картошка по 130-150 рублей за большое ведро в случае удачного торга. При этом цены на продукты варьируются в зависимости от того, где располагается торговая точка, откуда был привезен товар и в какое время совершать покупку. К концу ярмарки продавцы становятся сговорчивей. В процесс подобного локального ценообразования оказываются вовлечены как продавцы, так и покупатели. Все взяли, еще придем сейчас за яблоками, за овощи, фруктами. Еще цены, еще где большие, я считаю. В конце начнется снижаться. Подешевле, да? Да. К концу дня? Да. Наверное, А что планируете еще докупить по сходной цене? Вот перец сейчас 30, он в конце будет рублей 15-20. Видите, ну, все равно на 10 рублей разница. Нам одно надо, покупателям другое надо. Ну, середину золотую ищем. Пик продажи, на вторую ярмарку, наверное, будет. Да, где-то так, вторая, третья ярмарка, вот самая. Еще не все знают, что сегодня ярмарка, потому что 30-я обычно в октябре же начинается. Где-то вторая, третья ярмарка будет. Организация подобных ярмарок помогает решить сразу две проблемы. Это, во-первых, обеспечение населения жизненно важными продовольственными товарами и, во-вторых, сбыт продукции сельхозпроизводителями. Товары, выставленные на прилавках, имеют широкую географию и представляют предпринимателей не только районов Зауралья, но и других соседних областей. Многие участвуют в сибайской ярмарке на ежегодной основе, знают местного потребителя, что называется, в лицо, и даже готовы терпеть определенные неудобства, связанные с размещением на точке. Впрочем, все по правилам конкурентного рынка. Приехали вчера в 6 часов вечера, заняли место, и вот стоим, торгуем. Мы за день сюда приезжаем, занимаем место. Утром пораньше приезжаем, 4 часа утра. С вечера приходим, ночью. Потом тут ночуете, да, машина? Да, в машине ночую. Для многих горожан посещение осенней ярмарки уже стало приятной ежегодной традицией. Большинство местных покупателей предпочитает товар с ярмарочных прилавков магазинному. Как-то здесь, мне кажется, в основном, если мясо брать, выращенные, как говорится, экологически чистые продукты. Та же капуста, тот же лук, чеснок, морковь. Да вот мясо взяли немножко. А еще что планируете взять? Пока ничего больше. Зерна. Я мед только, за медом пришла, больше ничего не надо. Всегда беру
3 баночки 3-литровки на зиму. За медом пришли мы, цветочные взяли, лук еще, огородный, все. Остальное все есть в огороде в своем. Ну, тут выбор большой. Продукты, потому что Свежие, да. Свежие и выбор есть. Конечно, подходи и бери. Участие в первой осенней ярмарке приняли сельхозпроизводители из 5 районов Башкортостана, городов Сибай, Уфа, Магнитогорск, а также соседних Челябинской и Оренбургской областей. В общей сложности продано более 110 тонн продукции на общую сумму свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей. Для тех, кто не успел запастись на зиму, напоминаем, что сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам на протяжении всего октября. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В первый день октября ежегодно по всему миру отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День пожилых людей. В этот день традиционно по всему миру проходят праздничные мероприятия, где представители старшего поколения чествуют и выражают им теплые слова благодарности за многолетний труд и вклад в развитие всего общества в целом. Наш город в этом плане не стал исключением. В Центре детского творчества прошел праздничный концерт под названием «Пусть осень жизни будет золотой». По-зимнему холодные первые дни октября нисколько не убавили теплоту и радость праздника Дня пожилых людей. Дня, когда наших милых и любимых бабушек и дедушек мы в очередной раз с трепетом и благодарностью обнимаем и дарим особое внимание. Безусловно, помнить и отдавать дань уважения всем представителям старшего поколения нужно всегда. Однако именно 1 октября чествование пожилых людей по традиции проходит на более масштабном уровне, а именно на городских мероприятиях и фестивалях. В Сибае такой прошел в Центре детского творчества. Мы учимся у вас мудрости, пониманию, важности самоотверженного труда на всеобщее благо, верности Родине в самые сложные времена. Пусть вас окружают добрые и заботливые люди. Всегда рядом с вами будут ваши дети, внуки. И каждый день приносит только радость и уверенность в своей необходимости. Желаю вам всем здоровья, семейного благополучия и всех земных благ. Барығызға сәлемет тұрмыш, ғаилә именлігі һәм уңыштар тілеймін. Тағы бір дәһәтле бүтәгетле байрам менән. Зур рәхмәт һеҙгә, ысын күңелдән набыдың құтлайбыҙ. Жизнь словно смена времен года, где молодое лето переходит в зрелую осень. И чтобы эта осень жизни была яркой и золотой, многие представители старшего поколения не приемлют скучного безделья на пенсии. Кто-то из бабушек и дедушек ведет активную творческую жизнь в музыкальных коллективах города. Кто-то увлекается декоративно-прикладным искусством. Одни посвящают время исключительно своим любимым внукам и внучкам, другие, несмотря на возраст, активно штудируют современные гаджеты и не прочь применить новые технологии в повседневной жизни. Хочу сказать о том, что иногда у нас создается впечатление, что наш труд – это дело вчерашнего дня. Я, глядя на ветеранов, хочу сказать, что это не совсем так. Многие ветераны работают и сегодня. А если мы будем говорить о том, как работают в садах, во дворах, как участвуют в воспитании детей, внуков и правнуков, то их вклад, конечно, неоценим. И без них жизнь нашего города представить невозможно. Около четверти населения Сибая составляют люди пенсионного возраста. Праздник, организованный в Центре детского творчества, долгожданное событие, позволяющее людям в золотой поре своей жизни отвлечься от домашних дел, собраться вместе и интересно провести время. Каждый сидящий в зале представитель старшего поколения достоин уважения и внимания. Это люди, которые принесли победу в Великой Отечественной войне, трудились во благо Родины. Они являются примером терпимости и трудолюбия. Артисты города подарили ветеранам множество приятных эмоций, исполняя для них свои лучшие номера. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И к новостям спорта. Следж-хоккей едет в район. Так называется выездная акция, организованная хоккейным клубом для людей с ограниченными возможностями здоровья «Башкирские пираты». Следж-хоккей – это особая разновидность всем известной игры с шайбой на льду, для которой игроки используют особое хоккейное обмундирование, позволяющее им нивелировать физические недостатки. На днях «Башкирские пираты» посетили наш город и продемонстрировали свои возможности на площадке Ледового дворца «Ирандык».
Первый в республике слэдж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» был создан в октябре 2015 года на базе хоккейной команды «Салават Юлаев» при поддержке региональной общественной организации «Объединенная федерация хоккея Башкирии». Сегодня спортсмены с инвалидностью, ранее ограниченные в возможностях перемещения, путешествуют по всей республике в рамках выездной акции «Слэдж едет к вам». Маршрут хоккеистов пролегает через Нефтекамск, Туймазы, Салават, Стерлитамак, Учелы, Чикмагуш, Шакшу и наш город Сибай. В каждом населенном пункте команда организует мастер-класс, включающий демонстрационный микроматч. Внутри состава хоккеистов и возможность для всех желающих сесть в сани и попробовать выехать на лед. Мы начали акцию, вот эту поездки по районам еще в конце прошлого сезона. И совместно с фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Объединенной федерации хоккея Башкирии и Башкирского регионального отделения общества инвалидов мы придумали такую акцию, называется «Слэдж едет в районы». Цель этой акции – привлечь молодежь, детей к занятиям слэдж-хоккеем, паралимпийским видом спорта. Для этого у нас создана база в Уфе, на которой есть все необходимые условия, чтобы заниматься слэдж-хоккеем. А именно санки, экипировка, клюшки, собственно говоря, лед. И также у нас есть возможность размещать иногородних в Уфе для того, чтобы люди могли заниматься. Слэдж-хоккей представляет из себя паралимпийскую версию хоккея на льду. Данный вид хоккея с шайбой отличается тем, что игроки сидят в санях, вооруженные двумя короткими клюшками. Одним кольцом клюшки спортсмены ведут шайбу, а другим с металлическим шипом отталкиваются от поверхности льда. В остальном все как в обычном хоккее, вот только для самих участников слэдж далеко не просто игра. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это шанс раздвинуть горизонты, поездить по стране, расширить круг знакомых и, конечно, улучшить свою физическую форму. Мне тренинг пришел, предложил, я согласился и начал заниматься хоккеем. С самого начала, как у нас в Уфе образовалось. Я занимаюсь где-то уже больше года, с самого начала, но периодически ходить не получалось в начале. Вот. Но после того, как финансирование появилось, уже поплотнее начали заниматься, уже где-то полноценно, наверное, чуть меньше года. Нет, это уже не просто увлечение, это уже как бы работа, что ли. Как и любой другой паралимпийский вид спорта, слэдж-хоккей, он в первую очередь призван социально адаптировать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И уже второй составляющей является это спорт высших достижений. Но вначале все-таки это социальная реабилитация и адаптация к современным условиям жизни. Набор в слэдж-хоккейную команду «Башкирские пираты» осуществляется по следующим минимальным требованиям. Младший возраст от 10 до 16 лет, старший от 16 до 32. Инвалидность по таким диагнозам, как любая ампутация нижней конечности, парез, потеря мышечной активности в обеих ногах от 10 до 80 очков, подвижность суставов, церебральный паралич, укорочение нижней конечности не менее чем на 7 см и последнее основное требование – огромное желание заниматься хоккеем и приносить пользу команде. Занятия и обеспечение необходимых условий осуществляется на бесплатной основе. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Впереди выпуск детских новостей на русском языке. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и увидимся.